Витаю вас, друзья! Сегодня 6 апреля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube. И у нас сегодня платформа открытого диалога. 28-й стрим. Тема сегодняшнего стрима: Чеченская Республика Ичкерия в фокусе, оккупация, геноцид и международная реакция. Сейчас мы ждем Аяда Эдигова, сопредседателя Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. У нас стрим идет в YouTube на канале Reality и в Telegram-канале на информационно-аналитическом центре Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Друзья, я всех приветствую. Шавика Машвовой, Бергман, Ливан. Все я вас приветствую. Шавика Машвовой. Так. У нас снова начались проблемы. Так, подожди. Я тут нечаянно, по ошибке нажал не то. Так, Карина, спасибо вам. Спасибо. Я ваш комментарий случайно не на ту кнопку нажал. Я зачитаю комментарий Карины. Я желаю Ичкерии и его народу, ее народу свободу и быть независимой от русских фашистов, нацистов, террористов, воров, убийц и оккупантов. И я желаю смерти этим расистам, фашистам, говорит Карина. И к чему мы присоединяемся. Супер! Фото легендарного Джохара Дудаева и Аяда Эдигова. Правопреемство. Продолжение следует. Виваза Республика Чечня из Ичкерия. Чечения из Ичкерия. Дуже дякую, Ливан Качарава. Спасибо вам за эту поддержку. Бергману алейкум ассалам. Так, ждем Аяда. Добрый вечер, Шамиль. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, Муса, у нас идет стрим. Ты мне звонишь прямо на этот номер, и поэтому я не могу взять, потому что идет стрим. Заходите в Telegram, и там мы вас всех ждем. Так, ждем Аяда. Так, Муса, микрофон халатион. Можешь начать общаться. Желание. Пока Аяда нет, мы можем ждать его. Так, ну давайте тогда, раз пошла такая тема, давайте сделаем так, чтобы пока можно было всем, кто желает, активничать. Чат открыт для всех. Давайте, тролли, мы вас ждем, вы нам нужны, Леон. Активность без вас в канале не очень, Леон. Так. Мне сейчас в предыдущем стриме задали вопрос, что американские, мне не сказали, что это американские спецслужбы сказали, что Иран может напасть на Израиль, сказали. И потом после стрима я узнал, что это американские спецслужбы сообщают. Скорее всего, если они сообщают, значит, может быть сейчас нападение. Россия не оставляет свои попытки разжечь мировой пожар революции, разжечь пожар религиозной революции. И если обратили вы внимание, друзья, Путин недавно, выступая, сказал, на Россию, то есть, он говорит, исламисты или исламские радикалы напасть не могут, он говорит, это невозможно. Понимаете? Человек, который
тренировался, убивая женщин, детей и мирных людей в Сирии, бомбардируя их. Человек, который уничтожал чеченский народ, человек, который говорил, что он будет, если нужно, воевать с Аллахом, найдет управу на Господа Бога. Да, неплохо так возомнил из себя, да, старичок. И вот сейчас он говорит, что это невозможно, что на них могут нападать. А вы не задумались, почему так он говорит? Как вы думаете, почему он так уверенно говорит, что на Россию напасть исламисты не могут? А не потому, что ли эти исламисты и есть часть России, они союзники России, они миньоны ЧВК России? Не поэтому ли Путин так сказал, как вы думаете? Мне кажется, именно поэтому. Даже вот одно вот это высказывание Путина должно быть, я его вырежу, найду это его заявление и выложу его у себя на канале. До этого одного его заявления было бы достаточно, чтобы понимать, что исламский джихад, Хамас, Хизбалла, перевожу, исламский джихад, это масло масляное, это просто самые мусульманистые мусульмане, короче. Хамас, братья-мусульмане, Хизбалла, партия Аллаха, кто у них там. Ну, все связано с Аллахом, с Богом. Короче, самые-самые такие они. Супер-супер мусульманистые мусульмане. И они каким-то странным образом оказываются в то советское время с безбожным, атеистическим Советским Союзом в друзьях они оказываются. То, когда уничтожается весь чеченский народ, они не замечают этого, эти наши братья-мусульмане, братья-арабы и все остальные. Да, простые люди выходят на митинги, простые люди сопереживают, сочувствуют, где-то как-то пытаются помочь. Но в целом эти же простые люди потом голосуют за этот Хамас и избирают этого Хамаса лидером. Каким-то вот странным образом, оказывается, все террористы и радикалы, они у безбожного Советского Союза, что у такого же безбожного во всех смыслах этого слова. С Россией они в друзьях оказываются. Почему так? Почему такая странная вот, любовь у них друг к другу? Очень непонятно это все. Сейчас Аят к нам заходит. Я, как обычно, всегда опаздываю, не опаздываю, а не подключаюсь. Да, слышим, видим, отлично, Аят. Хорошо. Хорошо, тогда продолжай. Ну, я, в принципе, рассказывал о том, что Путин сказал, что на него исламисты напасть на Россию не могут. И я хотел понять причину, почему он так думает, хотя он всегда воевал и против сирийцев, и чеченцев, и мы все мусульмане. И он почему-то считает, что на него напасть на Россию исламисты и радикалы напасть не могут. И у меня закрадывается сомнение, что не заодно ли они все вместе, раз Путин так уверен, что на них не нападут. Ну и так далее. Аят, сегодняшняя наша тема называется Чеченская республика Ичкерия, как ты знаешь, в фокусе, оккупация, геноцид и международная реакция. И вот об этом мы хотели бы поговорить и услышать от тебя экспертное мнение. Маршал, да, Масяга. Но в основном я что могу по этому вопросу сказать, что вопрос не в том, что на Путина они не пойдут, а в том, что они пошли, и теперь он как угодно, как каким-то угодно посулами пытается их отговорить, чтобы они на него, как говорится, не нападали. За прошлое его высказывание мы говорили об этом. Если надо, мы против Аллаха будем воевать, если мы надо, будем то делать, и вы хотите, чтобы вот эти вот все эти от моря до моря там исламских государств построили. Вся риторика его, которая была от начала до конца, была направлена исламофобская.
не просто против террористов, скажем, или экстремистов исламских. Исламские не только бывают исламские, бывают христианские, католические и другие виды экстремистов бывают, и террористы бывают. Ну а здесь у него было вот прямо вот это направлено. Но с тех пор, как вот они начали вот дружить где-то с Ираном, потом они, когда почувствовали вот эти свои движения с этим Хамасом, когда они на нас нападали, так? Еще до этого это было, как я помню, они начинали говорить, что мы готовы там и с Аллахом воевать. И теперь вся суть заключается в том, что, как мы знаем с вами все, на территории России находятся народы, которые оккупированы, фактически оккупированы Россией, этой новой Российской Федерации России с 91-2 года, с 31 марта. Они незаконно, значит, заставили их незаконных людей, которых там они снимали, подписать фиктивный договор. И вот получилось, что теперь эти республики, ну, в основном большинство из них мусульманские, оказались в составе России. А Чеченская республика, как государство, которое образовалось до создания их государства, они наглым, очень бесцеремонно вписали свою конституцию, которую они незаконно приняли в 93 году в декабре. Вот эти все их вот эти выкрутасы, что бы они ни говорили, в мире это прекрасно исламский мир понимает, кто такой Путин, и понимает, что это диктаторский режим и что это империя. Они это прекрасно понимают, что их хотят использовать. У них есть какие-то, наверное, тактические шаги, но в общем, в целом ничего не может быть общего, потому что Путин и их власть, которая есть сегодня, они являются, ну, скажем, властью, которые проповедуют в виде того, что якобы вот мусульманские республики или мусульманские народы, которые находятся на территории, скажем, нынешней Российской Федерации, России. Вообще-то надо говорить Российской Федерации и все, больше не надо. Это Россию не добавили для того, чтобы ужесточить отношения к другим народам. Вот они их считают народами второго сорта. Все народы, кроме русского, они считают народами второго сорта. Особенно мусульманские. И нет там никакой вот этой идеи о единстве этого государства. Когда они говорят, что вот мы хотим создать там единую большую Россию, мы все русские, это уже не проходит после стольких лет, которые они наговорили. Особенно Путин это когда наговорил. И они всюду и каждый раз врут, врут и врут. Вот в этом-то и суть того, что, как мне кажется, вот как говорят и вот другие вот страны, даже тот же Иран, та же Англия, Америка и другие страны предупредили власть России, что будет с этой стороны нападение. А они не хотели, они вроде бы это общая информация была, уходили от этого, думая, что это не получится. Но вот видите, получился этот удар. И вот, видимо, это у них целенаправленно. Сейчас, когда они вот еще подружились с талибанами, врагами, скажем, этой ИГИЛ Харасана, так? Ну, в принципе, что я хочу сказать, что мы видим, что эта организация или это исламские вот эти вот экстремисты, так их назовем, так, они готовы воевать вот таким образом террористическим актом и нападать на Россию. Кому это в целом было выгодно? В целом это было вначале выгодно самой России, так, этой власти, для того, чтобы перевести стрелки на Украину. Но это не получилось. А раз это не получилось,
они пытаются там отнекиваться и говорят, что это, мол, ни в коем случае это не исламский мир, они не должны на нас нападать. На самом деле это так, как вот показывает опыт и анализ, вот, который мы видим со всех сторон, которые делают все политики и заявления, которые есть. Вот так я думаю по этому поводу. Вот вчера на Deutsche Welle на русском языке была новость, спецтрибунал для правящей верхушки Российской Федерации с большой долей вероятности будет создан до конца 2024 года. Наше правительство, наш генеральный прокурор, прокуратура принимает какое-то участие в этом? Есть ли какая-то работа в этом направлении? Потому что... Но это заявление, если есть, я правда... Это по Украине. Это по Украине. Когда это делал в 23-м, кажется, году, в прошлом году, да, мы от имени президиума нашей власти легитимной отправили им специальное письмо, которое было еще подписано многими другими вот известными политическими деятелями мира, Америки, Европы, и наши люди, в котором мы призывали, чтобы вопрос о оккупации и геноцида чеченского народа тоже на этом трибунале рассматривалось. Кроме этого, мы там добавили, чтобы там просили, там, чтобы добавили и наших соседей, грузин, и чтобы добавили этих страну Сирию. Молдову. Киев, само собой, разумеется. Сирию, может, Сирию? Нет, мы говорили, там мы Сирии не указывали, к сожалению. Ага. Это было бы, да. И Беларусь, мы это говорим, вот эти вот мы страны обозначили, потому что, как бы, значит, а то, что ты говоришь, Сирии, тоже это правильно. Это, видимо, тоже войдет, если будет этот трибунал, это войдет туда. Если есть такое вот движение, то, конечно, мы должны туда сейчас посмотреть, что это такое. И если до 2024 года они говорят, то мы должны туда присоединиться и думать, что мы будем в числе тех, скажем, государств и народов, геноцид, который они устроили, и войну, будут рассматривать на этом трибунале. Я думаю, уверен в этом даже. Да, Мула, да, будем надеяться, надо держать на пульсе. Друзья, я напоминаю, у нас стрим идет на YouTube-канале и в Telegram-канале. Все, кто желает пообщаться непосредственно, можете зайти в Telegram-канал. Ссылка есть в YouTube в разделе «Сообщество». И если вы напишите комментарий тут в чате, я зачитаю, и мы сможем задать вопрос Аяду Идигову, сопредседателю президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, соратнику Джохара Дудаева, стоявшего у истоков становления нашего государства. Поэтому давайте, заходите, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Здесь есть разные вопросы, здесь появляются, ну, конечно. Пожалуйста, давайте. Наши хейтеры, ну, они уже о мирной жизни говорят, но здесь про заводы говорит, какие заводы, в каком направлении будем работать, что нужно много заводов построить. Вообще, как вы считаете, Аят, что нам нужно? Какое направление? Это уже, сказать, та часть жизни, которая будет происходить после деоккупации нашей страны. Мы должны думать о том, как сейчас деоккупируют нашу страну, восстановить нашу власть. Естественно, власть и народ, мы там будем делать все для того, чтобы это в первую очередь развить нашу страну. Пусть она по территории небольшая, но зато мы создали свое государство и должны в содружестве с другими соседними странами мирно жить и стараться, чтобы наша страна была и в военном отношении была крепкой. Это наша задача. Если нету тем, кто может ее защитить, тогда и страны не будет. Вот это понятно, это все правильно, да. Но сейчас мы должны работать над тем на Западе, против той работы, которую против нас ведет Кремль и его пособники.
и даже из числа нашего народа, и бывшие наши члены правительства, которые перешли на сторону Кремля, и сегодня же позиционируют себя, как будто бы они являются сторонниками той же нашей страны, извращая все, и наш герб извращая наш флаг, извращая наши паспорта, извращая что угодно. Вот они извращают даже структуру нашего правительства, которого нет должности премьер-министра. И все это люди наши не знают. И вот так вот они с этими, вот эта борьба должна здесь, мы должны здесь объединиться. И все те, кто не поняли, что это было, хотя мы много-много раз говорим, видимо, это недостаточно. И сейчас мы повторяем, когда повторяем, допустим, мне уже, скажем, оскомину набило, что я это повторяю, думаю, но потом я думаю, что это я так вот, я, мол, повторяю много раз и кажется, что должны знать, но новые люди заходят, видят, мы готовы всегда отвечать на эти вопросы, и все наши вот эти вопросы, которые мы выводим сюда и говорим в сравнении вот с этими действиями. Все обосновано документально. И эти документально это наша Конституция, это наш референдум, съезд ОКЧН, наш, который народ принял. Все это есть. Но нам нужно самим понять, что если мы не будем свое государство, которое мы создали, отстаивать, за нас ее никто не будет отстаивать. Мы должны понимать это дело. И когда нам хотят вмешаться и сказать нашу структуру, вот какие-то люди хотят вот такую-то внести, какую-то там, вместо того, чтобы сегодня, скажем, говорить о том, чтобы нужно деоккупировать нашу страну и решать этот вопрос на международной арене вместе, скажем, большими странами, которые вот как Грузия, Украина, которые нас признали, и дальше над этим мы должны, под этим знанием мы должны объединяться. Мы должны все понимать, что у нашей власти, которая создана была в 1991 году после развала Советского Союза, сегодня осталась только одна власть. Это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это временное правительство, усеченное в форме, в которой находятся люди, которые имеют полномочия от нашего народа. То есть эти конкретно избранные и назначенные люди нашей властью, и это те из них, кто не предал, не перешел на сторону русских и не отошел от основы нашей Конституции и решений нашего народа. Это мы должны понимать, над этим сейчас работать. И параллельно, конечно, надо готовиться. Вот наши воины Украины, наши вот патриоты там находятся, они тоже должны это вот к этому направлению набираться опыта. И этот опыт нам будет нужен очень. И эти молодые люди потом будут управлять этой страной и армией нашей, и нашей страной. Они не должны сегодня думать о том, как мы пойдем, кто пойдет, кто там станет это, первым или вторым, или кто президентом. Этот вопрос важный, но сегодня важный вопрос, первый, это здесь объединиться для того, чтобы мы смогли бы показать, что наша страна создана нашим народом в рамках международного права, в соответствии с международным правом приняты все документы. И оно, вот это вот правительство наше, которое есть сейчас, оно является только правопреемником. Никакие самозванцы, никакие общественные организации, партии, они все должны, если они являются действительно людьми, которые переживают на наш народ за будущее, они должны проявить себя в том, что они должны поддерживать сегодня эту линию, и которая сегодня линию, которую проводит президиум, как уполномоченная власть от нашего народа. Вот эта вещь очень важна, и я это повторяю еще раз. И да, нашу страну оккупировали, и это не только против нас. Это есть акция этой России, которая пытается возродить империю.
Вот здесь встает вопрос, что такое империя? Одни говорят, вот Китай империя, или, скажем, Америка империя, или Канада империя. Империя – это страна, которая захватила чужие территории, и, значит, их эти народы вписывают в разряд второсортных, и гражданство которых является не совсем равным с теми, кто нападал. Допустим, русские являются государством образующим народ. А остальные кто? А остальные, оказывается, второсортные или третьесортные. Это есть империя, это имперская политика, которую проводит Кремль. Оно противоречит международному праву, оно противоречит всем нашим канонам нашего народа и нашей истории. Поэтому над этим мы должны работать. Наши историки, ученые, скажем, люди, получившие образование, они должны понимать, что мы не стоим за тем, чтобы где-то там власть захватить. Допустим, власть президиум будет заниматься лишь только тем, что будет организовывать выборы как правопреемник власти, как продолжатель власти, выборы после деоккупации. Сейчас мы работаем над деоккупацией нашей страны, и для этого должны продемонстрировать остальному миру, что все те, кто отходит от этой нашей линии, и эти навешаны на нас ярлыки, сейчас как раз тот момент, когда мы видим, что вот что делает сегодня Россия, чтобы показать, что все, что делалось против нас, было незаконно, и что мы действовали законно. Вот над этим мы должны работать. Вот к этому мы должны призывать своих близких, знакомых, наших друзей по всей Европе. Вот так вот такая линия должна быть твердо и стоять. А заводы, все это сделать, это, конечно, надо. Это есть следующий этап. Может быть, и сейчас думать об этом надо, вы правы. Но когда вы говорите про заводы, про все это, а не говорите про это, закрадывается мысль, что мы не думаем о том, что мы еще делим как будто шкуру неубитого медведя. Нам нужно освободить твою страну. У нас есть все основы, у нас есть документы, и мы это должны сделать, и я уверен, мы это сделаем, и это придет с победой Украины над этой имперской Россией. Баркал, Лели Сурает. Друзья, Баркал. И, друзья, пишите комментарии. Я вижу здесь, как обычно, тролли платные к нам зашли. Они нам платят или кому? Им платят за то, что у нас комментарии пишут. Мы их содержим с тобой, Аят. Сегодня мы банкуем, угощаем. Если мы не будем работать, им платить не будут, получается. Конечно. Да. Да. Бедолаги, пусть кормятся. Так. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Алла Сирдикёль. Добрый вечер. Алла Дудаева. Здравствуйте. Да, я хочу добавить к теме, которая была затронута во время первого ответа Феодетика. Значит, что сейчас происходит и что нам надо делать, чтобы остановить Путина, его правительство, его политику и все, что происходит сейчас в России и вокруг. Ну, конечно, прежде всего это то, что, несмотря на санкции, которые объявлены Западом, тем не менее, каждый месяц РФ получает 30 миллиардов долларов за продажу нефти и газа. И этот газ покупает страны Запада. То есть надо ввести, во-первых, экономическую блокаду для России и для путинского правительства. Запрет на покупку этого газа и нефти странами Европы. Второе, это до сих пор Россия является
значит, страной, которая входит в ООН. По-моему, она 7-я. И надо, конечно, обратиться к этим странам о том, что давно пора вывести эту страну, которая является страной международного терроризма, из числа этой 7-ки. То есть, чтобы стран стало меньше, а страна, которая угрожает атомным оружием, странам Запада и всему миру, по какому праву она все еще остается членом ООН? И, конечно, трибунал наподобие, который был объявлен Гитлеру в свое время, суд над преступным российским правительством, над Путиным, над его олигархами, которые воровали всю Россию и сделали нищими всех, кто там живет. Ну, такие предложения с моей стороны. Я думаю, можно их, если хотите, рассмотреть. Спасибо за внимание. Спасибо, Алла, спасибо, интересно. Аят, что вы можете сказать? Да, правильно, да. Они сидят в ООН, сидят в Совете Безопасности. Они могут любое мировое решение, которое принято в ООН, вот вы правильно, Алла, подчеркнули, они могут наложить вето, как говорят, вето, сказать нет, и все не будет, это не пройдет, любое решение. И при том еще сомнительно, насколько сомнительно, почему именно Россия одна сказала правопреемник, как бы, значит, она не правопреемник, правопреемником должны стать в основном все те страны, которые вышли из Советского Союза. И это тоже вопрос, этот вопрос вообще-то муссируется между и украинской прессе, и с ней политиками. Но, как видите, вопросы эти должны как-то решаться, и это зависит от многих моментов, от международной политики, от международного вот этого положения, которое сталкивается. Главное, вы понимаете, что как это у нас получается. Сегодня две системы власти в мире – это диктаторская и демократическая. Все вот у нас привыкли все изображать, что демократическое – это чуть ли не антимусульманское. Нет, это не так. И на самом деле в демократических странах, вот, допустим, здесь, вот в стране, в которой вы живете, Алла, других там северных стран Европы, здесь и многие страны, в которых религия является государственной религией. А почему они это дают эту свободу? Это свобода вероисповедания. То есть эти страны, пожалуйста, значит, занимаются делом, и на государственном уровне это поддерживается, так? Но это не значит, что эти религиозные движения или религия та или иная участвуют в формировании государств или правительств. Вот это мы должны понимать. В нашей стране точно так же сделано. Мы тоже, значит, заявили о том, что у нас государственной религией является ислам, но и все остальные религии тоже вот воспринимаются у нас на равных условиях, и они могут отправлять все свои религиозные атрибутики. То вот это понятие нам нужно вот разъяснять нашим людям. Демократия – это не диктатура, как, скажем, в некоторых арабских странах или мусульманских странах золотые самолеты или золотые машины катаются, а рядом люди нищенствуют. Или какие-то там аморальные вот, действия, которые, допустим, по нашему адатам непозволительны. У других народов разные же эти действия, неприемлемы, допустим, для нас. Но главное, вот мы тогда приняли, что наша страна является суверенно-демократическим правовым государством. Вот на этой основе мы должны и продолжать. Но мир такой, Алла, понимаете, вот мир такой сегодня, и мы за это переживаем. Наша задача разъяснить это все и разоблачить этих разного рода вот провокаторов прокремлевских или некоторых наших заблудших людей, которые на религиозной основе тоже не весь куда, значит, входят и начинают
разные, говорит, наши все предки были всегда много-много поколений, были мусульманами, остаемся. Но это не значит, что мы должны быть особо жестокими экстремистами там, и другое дело. Вот я слушал выступления разных здесь на Западе людей, и вот они вот такие вроде бы грамотные люди, толковые, я даже вот думал, ну, послушать специально. И они там про нас тоже говорят, что мы исламские экстремисты, чеченцы, что мы сепаратисты. И даже этот мемориал, который у них вот действовал у нас, помните, дома, они того спасали. Они спасали несколько наших человек, некоторое количество людей. А на самом деле действовали в фарватере с Кремлем. И у них были, конечно, не все такие, но в целом сама организация и руководство эти заявления делало. Так что вот такая ситуация. Спасибо, Алла. Спасибо, Алла, спасибо, Аят. Аят чеченский. Да, Алла, пожалуйста. Я хочу еще добавить к тому, что сказал Ахят в самом начале. Насчет правопреемственности. Ну, как вы помните, Михаил Горбачев в свое время заявил о том, что значит, о том, чтобы автономия приравнять к республикам, к независимым. И, в общем, получилось так, что только Чеченская республика заявила о своей независимости и о том, что она перестала быть автономной, стала республикой равноправной. Да. И тогда, значит, после этого, то, о чем мечтал Горбачев, это, как говорят, разойтись, что потом сойтись. Это еще на предыдущем об этом говорили. Это Ельцин говорит. СССР. Да. Он мечтал о создании союза суверенных социалистических советских республик. Суверенных советских республик. Да. А дело в том, что именно чеченский народ единственный, который обладает правом преемственности, потому что чеченский народ не принимал участие в референдуме по распаду СССР. И там еще ряд причин, сейчас я уже не помню, но я хорошо запомнила, что именно чеченский народ, именно он сохранил право преемственности на создание СССР. Единственный, который не вышел из состава СССР. Вот. И поэтому мне кажется, что вот видите, и в первом случае, и во втором случае мы на первом месте. И поэтому то, что РСФСР себе там присвоила, Российской Федерации, вернее, право преемственности, по-моему, это право принадлежит чеченскому народу по международным законам. И я думаю, что можно было бы этим правом воспользоваться в будущем. Да, Алла, вы правы. Но я как раз тоже об этом говорил. Это право имеют и другие страны, которые вышли из Советского Союза, в том числе и мы. Не только Российская Федерация России, которая сама-то и незаконно создавалась. Вы правильно говорите. Мы имеем это право, да. Имеется в виду международным организацию ООН и в других организациях. Я думаю, об этом говорите, да? Да, конечно. Так, Варкал, спасибо. Здесь был вопрос, тоже касательно нашего признания. Сейчас я его вот нашел. Иштхат Тардусю, готовы ли наши соседи признать Ичкерию? А это как есть вопрос. И строить с нами торговые отношения. Сперва царь Ичкерию признать Эйтиз, Украину уже признать Динавай. Ну, впрочем, это и пожелания, и утверждения. Больше, чем вопрос. Алла, может, вы ответить на этот вопрос? Готовы или как? Конечно, самый первый признал Ичкерию Грузия сразу после того, как была опубликована наша Конституция 12 марта 1992 года. 13 марта была признана взглядом Сахуди и его парламентом
Мгм. Потом Зелимхан Миндальбиев ездил в Афганистан, якобы была признана Афганистаном, но сейчас Украиной. Ну, я думаю, времена меняются. И сейчас, когда пойдет эта волна освобождения колониальных народов, я думаю, все начнут признавать друг друга и так далее. Поэтому, конечно, признание Украины это очень приятно, но я думаю, и Татарстан признает, и мы его, и так далее. В общем, этот подъем пойдет. Я так считаю. Да. Я добавлю, если можно, Алла. И помните, Алла, мы говорили о Кавказском доме. Это как раз здесь и было признание Кавказскими республики странами друг другу. Вот о чем речь шла. И его расширение, этот Кавказский дом. Тоже в этой отношении, да, оно есть. Нам нужно над этим работать. То, что мы сейчас делаем, то, что мы вот создаем сейчас по всему миру и заявляем о нашей законности и этих войнах, разоблачаем тех, кто сегодня против этого стоит, это важно, очень важно. Хорошо, что вот здесь вот эта ситуация такая складывается. Вот Аслан Арцуев, он тоже к нам вот сейчас присоединился, помогает нам, и это очень радует. Вот я вчера, кстати, вот там мне прислали там видео или аудиоролик, в котором Аслана там критикует и вдоль, и поперек, и он агент, и он и все, что он всех сдал, всех расстрелял. Но если даже он это и сделал, пример я сейчас хочу воспользоваться сказать этим. Но давайте тогда посмотрим, что делали вы, кто это говорил. Кто вы такие? Если он ошибался где-то, Аслан, так? И он это признал, что он ошибался, и сейчас он занимает точно ту позицию, которая нам нужна. Так давайте вы тоже становитесь, и там всякие сплетни эти не распространяйте. Это не красит вас. Нам нужно сейчас объединиться вокруг нашей общей задачи, а не эти сплетни распространять. Сегодня Аслан вот Арцуев, он твердо стоит на нашей позиции и все это, значит, демонстрирует. Конечно, не бывает без ошибок. Ошибки не делают, говорят, только мертвые, а живые люди ошибаются. Если кто где-то ошибся, он свои ошибки признал. Кто же признал из всех действующих, допустим, на Западе деятелей, признал свои ошибки и сказал, вот здесь и здесь и здесь мы, мол, это ошиблись, мы признаем, вот на эту позицию мы нашего народа становимся. Вы, которые эти сплетни разводите, это не делайте. Поэтому я советую этим людям замолчать, потому что мы уже видим, кто вы. Мы не видим, к сожалению, мы не видим. Вы лица свои не показываете. Обычно это. Поэтому я думаю, Аслану не стоит за это переживать, и думать не стоит, и отвечать не стоит. Мы должны, вот это говорит о том, что мы на правильном пути еще раз. Именно это как раз и больше задело. Я знаю, как это делались и против наших других людей, которые стоят на этих позициях, и против меня самого много там что только не говорили и говорят. Поэтому мы продолжаем, мы не смотрим на тех, кто будет со стороны на нас вот такие вот закидоны делать. Так что это очень важно тоже сказать здесь, мне кажется. Башкал аят, я от себя бы добавил бы, конечно, много анонимов пишут аят, им нужно дискредитировать, им не нравится то, что мы делаем. И от себя могу сказать, если кто-то меня обвиняет в том, что я работаю на ФСБ, там, на российские спецслужбы, я давно предложил, наша правозащитная организация Human Rights Center Ичкерия, чьим председателем я являюсь, готова оплатить независимого эксперта по детектору лжи, и в прямом эфире я и вы, тот, кто меня обвиняет, вам тоже придется ответить тогда за базар, как говорится. Готов пройти, и наша организация оплатит вам
услуги эксперта, экспертизы. Поэтому я открыт, всегда говорю все, что говорю открыто и не анонимно. И всегда привожу доказательства, если так. А так я уже привык, Аят, я уже не парюсь. Но я не думаю, что надо это делать. Это дело будет, если где-то будет, это потом, когда мы вернемся, и тогда на нашей родине, если будут какие-то основы, против всех могут быть подняты вопросы и решаться. А сейчас, допустим, допустим, я и президиум не видит никаких вот в этом отношении оснований, чтобы вот этим сплетням верить и за ними ходить. Сейчас любой там голос подделают, да сейчас и раньше, и все что угодно поделают. Мы видим по делам, мы видим по заявлениям, мы видим по действиям. А мы действуем в том направлении, которое, значит, определил наш народ. Если на этой стороне мы стоим, и если ты, например, Ильяна, не на этой, так становитесь вы, покажите, кто там, посмотрите. Вы всегда заявления не делаете, и в Украине где-то, только их нет. Всякие заявления. Почему непонятно? Эти люди, которые вот находятся там во власти, в некоторых странах, пока на них не воздействуют. Но, видно, это их политика, мы в это не вмешиваемся. Но мы свою позицию говорим. Поэтому не стоит, думаю, этим заниматься сейчас, и такие еще не появятся к тому же. Мне, в принципе, достаточно, Аят, что вы, Алла Дудаева, не видите во мне врага и считаете меня своим другом, и доверяете мне. Мне этого достаточно. Поэтому... Спасибо большое. Спасибо. Аслан. Спасибо Я вам, хочу Алла. тоже сказать несколько слов. Угу. Я тоже видела это видео, в котором ты отвечал на критику. Ну, этих людей я могла бы сравнить, знаете, с кем? В свое время я написала басню «Лев и шакалы», посвященную Джихару туда. Могу почитать. Да, пожалуйста. Под джунглям месяц не присев, бредет усталый лев. За ним услужливо шакалы в его спасительной тени и объясняются в любви. Ну как ты смело, как ты прям, ты выше гор, ты выше скал. Мы все на смерть пойдем с тобой. Лишь только кричи, сдай в бой. Но жаль, что голод подвел брюхо. Души порывы, но глухо, и пищи нет, который день. Вдруг на тропу упала тень, там впереди стоял капкан. И с новой силы. Как ты прям, как ты силен, ты могуч, ты выше скал, ты выше туч. Что для тебя этот капкан? Танцуешь ты на нем канкан. Ты лапы змекову собьешь и прямо по тропе пойдешь. И гордо гривой лев повел и прямо по тропе пошел. Так этот лев попал в канкан и был чудовищный в капкан. Был чудовищный канкан на шкуре льва. Мораль всей басни такова. Если ты горд, силен и прям, не угодишь в такой капкан. Не верь тем, кто в любви клянется. Прямой в поклоне не согнется. Лишь истеца хребет кривой, а ты заплатишь головой. Так вот я к тем, которые критикуют Аслана Арцуева, тем более в тени, как шакалы. Они точно так же были бы рады, если бы он попал в капкан и был чудовищный канкан. Но видно, кто человек прямой и кого хребет не кривой, как у них. Поэтому, Аслан, я тебе приношу свои самые лучшие пожелания здоровья и иди прямо на зло тем, кто тебя критикует. Их это еще больнее задеет. Всего тебе самого доброго. Спасибо большое. Так оно и есть. Да, давайте. Да. Аслан, я бы сказал еще, перейдем на другую тему, уже об этом не стоит. Вот да. Там речь идет там о том, что у нас на территории Чечни сегодня вот такая жестокая и такая ситуация. Но это по всей России. Это кто этим занимается? Мы всегда думаем, что там вот, допустим, сегодняшние марионетки, они это устроили. Нет, это не они. Они только исполнители этой власти, которая сидит в Кремле.
Это их работа. И те работы, которые она ведет, проявляются везде. И где она только будет? И в Грузии, и в Украине, снова повтор в Украине, в Белоруссии. И сегодня чуть ли не против остального всего мира это вот этот гидра, который пытается это сделать, вот против этого мы боремся. Но мы даже говорим, что весь русский народ мы не можем говорить, потому что среди русских есть люди, которые стоят на нашей стороне и которые стали уже нашими гражданами и даже, можно сказать, нашей национальности. Вот возьмите, была Новодворская. Вот возьмите, вот сейчас только говорила Алла. Возьмите других. Мы не говорим за весь русский народ, мы говорим за эту власть, систему, которая гнобит. Они виноваты все, мы должны это понимать. Не переводить стрелки от главного виновника, скажем, на исполнителя. Да, и исполнитель, они ответят за свое, но главным является именно эта система имперской власти. Вот этот вопрос тоже очень важен, чтобы мы могли сосредоточить свое внимание и чтобы могли бы объединить вокруг нашей идеи, которую есть у нашего народа, всех наших людей. Мы можем ошибаться, можем не ошибаться, может быть заблуждение, но мы должны в момент пика, когда это нужно, объединиться вокруг этой идеи, которая есть у нас и на территории Чечни, и за рубежом. Вот как мы должны действовать. Иначе мы ничего не сможем сделать. Я так думаю, потому что такая вот ситуация. Баркилшин. Баркалаят, да, совершенно верно. Друзья, если есть еще какие-то вопросы, кто-нибудь, если в телеграм-канале хочет выступить, сказать. Напоминаем, друзья, распространяйте ссылку, кто не в России, не во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Распространяйте ссылку. Сейчас нас смотрит 338 человек в YouTube. В WhatsApp, Telegram, Facebook, везде расширьте ссылку, пусть больше людей привлекаются, потому что наш канал запрещен на территории фашистской России, нас везде банят, нам везде мешают. И, пожалуйста, нужна ваше участие, нужно ваше включение. Поэтому пишите комментарии, распространяйте ссылку, друзья. Это важно, очень. Я хочу сказать еще. Да, пожалуйста. Насчет тех людей, о которых ты сейчас говорил, их говорили. Это КГБ, которые были завербованы еще давным-давно, работники КГБ. Потом это стало ФСК, сейчас это ФСБ. Им хорошо платят за их работу. И именно эту критику, которой они тебя подвергают, и не только тебя, а у них вся работа сейчас идет письменная или вот в прямом эфире. Вот это специально применяют свою технологию. Каким образом? Обычно они говорят о том, что это было давно, или это неправда. Или начинают приводить примеры, что отвлекающие от главной темы. То есть у них свои методы, целая технология разработана. Потому как опорочить человека и как зародить сомнения в тех, кто его слушает. Ну, главное идти прямым путем, как говорит Ахят Эдигов, то есть мы знаем свою цель, и в соответствии с международными законами мы идем к этой цели, к освобождению Ичкерии. Я думаю, что нам помогает сам Всевышний. Ну, всего вам доброго. Спасибо. Спасибо, Алла. Спасибо. Тут был комментарий сейчас. Уважаемый Т-800 говорит, уважаемый Аят, добивайтесь поддержки у США, пытайтесь налаживать контакты, все остальное второстепенно. Ваши представители должны как можно чаще посещать США. Важнее этого ничего нет. И Т-800, наверное, хочет быть вашим представителем в США. Это я так шучу. Да, подумайте об этом. Мы об этом знаем. И многие обстоятельства нам не позволяли это делать.
Хотя я бывал в Америке и в Вашингтоне, и я говорил об этом в Нью-Йорке. Мы эти вопросы там поднимали. Это было давно, правда, в 2000-х годах. И сейчас, конечно, это верно, спасибо. Будем смотреть, кто это, Т-18 или как он там, или 800. Будем смотреть, да, правильно, это, конечно, мы понимаем это все. Отлично. Так, друзья, задавайте вопросы. Пользуйтесь уникальной возможностью пообщаться с единственным и легитимной властью чеченского народа. Так. Ну, здесь в основном пишут наши, вернее, ну, наши хейтеры, а так это те, кого мы содержим фактически, которым платят деньги за каждый комментарий на нашем стриме. Так. Нет вопросов больше, так? Вопросов нет, вопросов пока нет. Если нет вопросов, желаешь выступить, нет. Давай не будем, как говорится, высасывать что-то. Вопросы, которые мы здесь подняли, по-моему, мы вообще так и коснулись всего, что вот говорилось. И по этой теме, и по той теме, и по Чечении, которая оккупирована, и той, что вот сейчас вот происходит самой России, правда, там какие-то прошли митинги или там бой пустых кастрюль, что ли. Они против были войны, вы, наверное, слышали? Да? Они по всем 5 минут стучали кастрюли, требовали остановить войну, насколько я понял, и вернуть всех отправленных на фронт. Это сегодня было, да? Да, сегодня или вчера, вот я читал. То есть какой-то там голос подается, они боятся выходить, но все равно такое тоже там есть, да. Ну, за все это время, большому сожалению, Бяхмобиль, что тебя прерываю, миллионные блогеры есть в Украине, там Фейкин, Невзоров, 3-й, 10-й, Пономарёвы, какие-то батальоны там русские есть. За все это время не нашлось никакой силы, которая бы открыто призывала бы русский народ, российское общество к восстанию, к сопротивлению, к законному праву на неподчинение вот этому преступному режиму. Не нашлось. Вот знаешь, когда еще в 90-е годы, 95-й, 4-й, 6-е годы, мне часто приходилось встречаться вот с российскими политиками, значит, к примеру, этому Ковалеву Сергею Адамовичу, с ним. И этот вопрос мы поднимали тогда. Вот мы вот так вот, почему вот народ... А она говорит, народ ничего не хочет. Народ спит, вот ответ был. Как спит? Да, вот спит, ничего не хочет. Вот не хочет русские там, Россия, не хотят они. Вот. А другие народы, значит, тихо сидят, но они тоже тихо, не высказывают свое мнение, ожидают. То есть не создалась еще та ситуация, когда могли бы они это в этих условиях, я имею в виду в этих условиях, чтобы они могли подняться. Потом империя огромная, она настолько огромна, куда вместилась бы вся Европа, несколько европейских стран. Ну, мы знаем это, да? Значит, там вот веками эта ситуация, она вот так вот воспитывалась или внедрялась, так? Первый сорт народ, второй сорт народ, третий сорт народ, что вот мы великие. А почему мы великие? А мы великие, потому что у нас самый великий балет, потому что культура великая. А то, что на уровне, самом простом уровне домашнем этого нету всего, вот этого величия, это не считать, лишь бы какой-то балет сделать или еще там какие-то. Но есть, да, есть великие и очень почитаем нами поэты, писатели, к слову скажем, Лев Толстой и другие есть. Но
в целом сам народ, он пока что не готов, и они говорили, я к чему это говорю, еще я помню, этот Ковалев говорил, Сергей Адамович, что народ никак, вот мы не пытаемся, никак не встает и вставать не хочет, и он ничего не хочет. Вот ответ был. Я еще тогда удивлен, как не хочет? Не хочет, и все. Не хочет. Какая-то там, значит, нужно сделать из искры, чтобы возгорелось пламя. Вот тот, кто вот эту искру зажжет, и создаться такая ситуация, может изменить ситуацию в самой этой России. Нынешней, я имею в виду. Может изменить. Но вопрос о том, что вот хотят, одни хотят развалить, другие хотят, значит, сохранить. Но посмотрим, что будет. Но в любом случае Россия не может оставаться вот такой, как она есть сейчас. Я даже не говорю по территории. Вот такой ситуации, с такой политикой, отношение к простому человеку, принижая, даже самих русских принижает, доводя до самого, как говорится, низа отношений к ним. Он бабы нарожает или еще. Ну, у него много таких вот вещей, так? Или, значит, еще вот уменьшит или увеличит эту Россию. Вот садятся, многие говорят, вот сейчас я тоже слушаю эти вещи, так что, видимо, здесь должно что-то произойти. Мы снаружи на Россию нападать не имеем права, мы не имеем права. Мы не такие, не воспитанные, как и мы не будем нападать на Россию. Мы можем защищаться, мы можем делать диверсионные атаки на территории противника, это да. Но чтобы там нападать на Россию, ее разваливать и все такое, с точки зрения международного права мы не имеем. Мы должны освободить свою страну, уже потом, когда... Так, Аяду позвонили, мне кажется. Обычно так бывает, если позвонить в прямом эфире, и связь обрывается. Надо, наверное, сменить номер. Вот Аяду специально для стримов. Так, ну я смотрю, здесь активизировались троллики. Кто-нибудь еще, Муса, Алла, кто-нибудь еще, может, хочет выступить, сказать? Я могу сказать. Да, Алла, пожалуйста. Если учесть, что страны Запада стали гораздо раньше демократичными, то есть это были города, в которых большей частью промышленники царствовали там, даже были организованы бригады, латифундии, то есть там люди, которые были более свободны. Не было крепостного права, как в России до 1861 года, когда Столыпин заявил о том, что надо это крепостное право упразднить. Вот, и торговали людьми, как меняли на собак, как вы помните. Да. То есть этот народ русский был закабален очень долго, дольше всех. И этот страх, наверное, остался. Кроме того, под Москвой еще 10 лет назад были построены тюрьмы на 10 тысяч человек. И лучшие люди России, наверное, сидят в этих тюрьмах. А потом сколько расстреляно было самим Лениным, который, как если кто-то читал его документы, его книги, которые он написал, расстрелять миллионами людей расстреливали при Ленине. Потом 1937 год то же самое. При Сталине уже, да? При Сталине, да. Эти ссылки, сколько людей сослали. Это умышленно уничтожались лучшие. То есть это производилась селекция. Уничтожение лучших. Оставляли трусы выживали. А сейчас вот в Китае взял в аренду Дальний Восток, Сибирь, по-моему, до Лены, до Омска. И что там осталось? Сейчас призывники бегут из России. Или на войну молодежь идет.
отправляют насильно или сбегают молодежь призывного возраста. А люди семейные, как вы знаете. Вольно пусть. Так, у нас и телеграм выключился. Что такое? Сбои происходят, да? Ну что, Гибня, мешаешь нам? Так. Алло? Да, Аят. Не видно картинки. Картинки нет, но тебя слышно. Да? Да, может, выйдешь и зайдешь? Ну, это сейчас попробую еще раз. Позвонили, наверное, тебе опять. Муса, пишу я. Мы с тобой вдвоем остались. Муса, твон хом. А, ты меня не слышишь, Муса. Так. Муса. Хайшуя. Но мы с тобой вдвоем остались. Нас выкинуло из телеграм-канала полностью. Оборвался полностью этот стрим. Пришлось новый сделать. В YouTube тоже проблемы произошли. А я кто-то позвонил, видимо. Тоже обрыв произошел. Может, не позвонил, но обрыв произошел. Это слушается канал Добяшвер. Ага, слушаем тебя, Муса. Все, сейчас. Да, слушаем тебя. Дейру, в эфире, мы в прямом эфире. Стрим идет. Давай после стрима я тебе наберу, Муса, давай. Если отдельно надо поговорить. А так, что по поводу сейчас стрима сегодняшнего Вейдера? Нормально, единственный Роши. Схемелдир насчет долга Трикш, я здесь ходишь Шварц. Ага. Да, у нас прямой эфир. Я вот я отвечу, Муса, то, что вот это, если по теме, Аят Башой. Начал, да. Ну, что там, закончили? Я думаю, уже закончили еще раз. У нас произошел сбой в Телеграме полностью, Аят. Пришлось заново делать. Понятно. Короче, может, что-то атакует, может, сбой какой-то. Ну, бывает такое, бывает, да. Да. Ну что, тогда заканчиваем, да, или как? Да, давай тогда закончим. Давай закончим, уже час с лишним говорим. Ага. Достаточно, чтобы люди могли посмотреть. Дикту тогда, давайте. Адекюэль, марш айр. Всем спасибо, кто слушал, видел нас. Мы свою позицию говорим, и ее мы не стесняемся. Наша сила открытости и сила обоснованности наших слов и дел. Ну все, адекюэль. Все, всем спасибо. Следующий стрим на чеченском языке состоится в это же время, в 8. Да. Следующий Рамадан заканчивается. На чеченском языке всего самого хорошего. Адекюэль, маш. До свидания, друзья. Адекюэль. Адекюэль.